Пришла зима, а с ней и холода. Несмотря на то, что каждый год энергетики и сотрудники МЧС просят граждан республики соблюдать пожарную безопасность, с начала зимнего периода в стране уже произошло несколько пожаров. В начале недели на втором этаже супермаркета «Сухум» сгорел детский игровой зал «Джунгли». По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов приводит к пожарам и в частных домах. Так, за последние дни в Ачимчирском районе сгорели 2 дома. Пострадали 2 семьи в селах Гуада и Мук. Многодетная семья Карюглы осталась без крыши над головой. Непростая ситуация в плане пожарной безопасности на центральном Сухумском рынке. В 2015 году здесь в результате замыкания электропроводки произошел пожар. Сгорели 7 объектов, магазины и склады. Сотрудники МЧС регулярно инспектируют такие объекты. Старая электропроводка, отсутствие первичных средств пожаротушения, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов в списке частых нарушений. Наличие запасных резервуаров с водой при ликвидации пожара имеет особое значение, ведь доставка воды занимает время, а лишняя минута – это чья-то спасенная жизнь. Благодаря такому резервуару с водой возле супермаркета «Сухум» пожарным удалось быстро локализовать пожар и не допустить его распространения. По результатам проверки в случае несоответствия объекта правилам пожарной безопасности сотрудниками МЧС выписывается предписание с указанием нарушений и сроков их устранения. Максимальный срок составляет 3 месяца. Если за этот период нарушения не устранены, то выносится постановление о взыскании штрафа. Для индивидуальных предпринимателей 300 рублей, а для юридических лиц 600. При неуплате штрафа дело передается судебным исполнителям. Строительство любого объекта должно начинаться с согласования вопросов безопасности с пожарными и электриками. При проведении ремонта также необходимо учитывать эти правила. Хотелось бы, чтобы граждане консультировались с МЧС о нормах и правилах пожарной безопасности для любого здания или сооружения, что им в дальнейшем облегчит приемку того или иного здания. В плане соответствия объекта всем нормам пожарной безопасности состояние электропроводки имеет важное значение, но есть еще несколько правил, которые необходимо соблюдать. Эвакуационные пути в общественных местах, чтобы были не 1, а хотя бы 2, это как минимум, а то и 3, и 4, в зависимости от объекта, от конструкции объекта. Дальше электропроводка, чтобы соответствовала правилам эксплуатации электроустановок, электрооборудования, электропроводки. Дальше первичные средства, чтобы присутствовали, то есть это огнетушители, если это гостиницы и так далее. На заправках там песок, чтобы был, пожарные щиты, чтобы присутствовали. То есть все эти пункты, они предпринимателям, частным лицам, юридическим лицам, всем предписаниям вручается. В этих предписаниях все эти пункты оглашаются. Гостиница «Гора царя Баграта» – одна из примеров соблюдения норм пожарной безопасности. Во дворе расположен большой бассейн, который при пожаре может быть использован в качестве резервуара с водой. В каждом номере гостиницы установлены датчики дыма. В случае возникновения задымления сразу же звучит сигнал тревоги. В гостинице «Царя Баграта» мы лично с сотрудниками МЧС убедились, как работает пожарная сигнализация. Пожарная тревога. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. На всех объектах, возводимых в последние годы в Абхазии, правила пожарной безопасности соблюдаются, говорят сотрудники МЧС. Мы побывали в Сухумской 4-й средней школе и убедились в этом. Те школы, которые восстановлены в рамках инвестпрограммы, они находятся в хорошем, в удовлетворительном состоянии касаемо пожарной безопасности. Раз в год инспектора пожарной охраны приходят, проводят занятия с младшими классами, старшими классами отдельно, как себя вести при возникновении пожара. Эвакуационные выходы здесь достаточны, как вы видели. Внутренний водопровод, первичные средства, пожарная сигнализация. Понятно, что установка необходимого оборудования – это дополнительные расходы, но порой за желание сэкономить приходится платить слишком дорогую цену. В результате пожара можно потерять не только все нажитое имущество, но и самое ценное – человеческую жизнь. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.